Доброе утро всем, кто только просыпается и готовится к плодотворному рабочему четвергу, и тем, кто никуда сегодня не спешит и присоединился к нашему прямому эфиру с чашечкой кофе и бутербродом. Сегодня удивим вас яркими необычными кадрами из разных уголков нашей планеты, порадуем анонсами фильмов и событий, пообщаемся с интересными гостями в студии, и, как всегда, будет много полезных советов. А начнем мы традиционно с информации от Гидрометцентра. И хотя у природы нет плохой погоды, бывает полезно знать, что ожидать от небесной канцелярии. Сегодня в центральных районах республики 11-21 градус тепла. В заречной группе районов плюс 16-29. В южных 18-24. В Вилюйской группе плюс 3, плюс 10. В Нижнеленских 8-12 градусов тепла. В западных плюс 2-10. В Колымо-Индигирской группе улусов 6-24 градусов выше нуля. В Янских плюс 4, плюс 8. А на северо-западе плюс 2, плюс 10. В городе Якутске, в столице республики, температура воздуха на 6 часов утра была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер 2 метра в секунду северо-западный. Сегодня днем небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы до 8-13 метров в секунду, а при грозе возможно до 15-20 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. После прогноза самое время вспомнить, насколько красивой и одновременно опасной может быть погода. Вот, кстати, например, вчера все-таки гроза в Якутске вечером прошла. Но в США фотографу повезло запечатлеть редчайшее зрелище. В штате Небраска прямо на фоне заката сняли гигантскую грозовую суперячейку. Кадры выглядят почти как работа искусственного интеллекта. Огромная вращающаяся масса облаков на контрасте с темным небом и огненным солнцем. Суперячейка – это не просто красивое облако, это один из самых опасных типов гроз. Именно такие гиганты порождают разрушительные торнадо. Гигантский град размером с грейпфрут и шквалистый ветер. В основе явления мезоциклон. Это мощный вращающийся восходящий поток воздуха, который и делает суперячейку такой угрожающей. В США их особенно часто фиксируют в так называемой аллее торнадо. Это Небраска, Канзас, Оклахома, где сталкиваются теплый воздух с Мексиканского залива и холодные массы с севера. Удивительное и завораживающее зрелище. Все-таки сила и мощь природы вселяет в нас, людей, какой-то первобытный трепет, заставляет почувствовать себя песчинкой в масштабе таких грандиозных явлений. Но самое главное в современном мире – это не затеряться в череде событий. Что нового происходит в республике и стране, узнаем из блока новостей. Приветствую вас, дорогие зрители и коллеги. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Более 54 тысяч якутян переселены из аварийного жилья с 2019 года. Это позволило Якутии занять 4-е место по объемам расселения такого жилья. С 2019 года из 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья переселено 54 600 якутян. До конца текущего года предстоит переселить еще 2700 человек. Третий год подряд Якутия обновляет рекорды по вводу жилья. По итогам 2025 года в республике введено 809 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем, приоритетом жилищной политики региона остается не наращивание объемов строительства, а реализация проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется расселение и снос 290 аварийных многоквартирных домов. В Якутске продолжает работу один из крупнейших на Дальнем Востоке онкологических диспансеров. Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, отделением интенсивной терапии и стационаром на 180 коек. Центр был построен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. В 2025 году работа продолжилась в рамках нового президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Также в республике активно поддерживают научные разработки, идет работа по профилактике и пропаганде здорового образа жизни.
Именно из выявленных пациентов, самое главное, более 50%, это примерно 56%, мы выявляем на ранних стадиях. Это первая, вторая стадия. На сегодняшний день при раннем выявлении злокачественного новообразования, конечно же, обеспечивается долгосрочная жизнь и полное выздоровление при некоторых локализациях. В Амге в Доме народного творчества имени Федота Потапова прошло выездное благотворительное мероприятие «Твори добро». Специалисты реабилитационных центров провели для детей лечебно-спортивные игры, услуги массажа, консультации логопеда, психолога, дефектолога. Многих детей заинтересовало искусство бисероплетения и рукоделия. Также для ребят организовали подвижные игры, где они с удовольствием играли и общались со сверстниками. В завершении мероприятия детям и их родителям артисты Государственного цирка, театра, оперы и балета подарили праздничный концерт под девизом «Твори добро». В рамках мероприятия мы провели круглый стол, который называется «Культура для всех». Мероприятие посвящено Году культуры Республики Саха-Якутия. В рамках проведения круглого стола мы рассмотрели вопросы доступности именно социокультурной реабилитации для семей с детьми-инвалидами, для семей участников специальной военной операции. Кроме того, были проведены мастер-классы, консультации специалистов. В Якутии выявлены участки обитания северных оленей под угрозой антропогенного воздействия. Завершен весенний мониторинг и мечение диких северных оленей. Исследования проводились на территории ресурсного резервата БК, расположенного в 300 километрах от поселка Оленек. Удалось пометить спутниковыми ошейниками 4 оленя. Исследования с использованием ошейников также проводились осенью 2025 года и зимой текущего года на местах обитания диких северных оленей. Благодаря передовым спутниковым ошейникам команда проекта осуществляет непрерывный мониторинг диких северных оленей в режиме реального времени. Специалисты отметили, что определенные сложности для животных создали глыбы льда вдоль реки Оленек. Несмотря на это, активная фаза миграции оленей прошла без задержек. 21 июня станет самым длинным днем в северном полушарии. 21 июня – день летнего солнцестояния. Воскресный день в северном полушарии будет самым длинным в текущем году. Светлое время суток продлится 19 часов 46 минут. Восход солнца произойдет в 2:30, заход в 22:16. Ночь, соответственно, будет равна 4 часам 14 минутам. После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего, светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря. И в продолжении еще одна важная новость для семей с детьми. Государственный портал Министерства труда и социального развития Якутии сообщает о приеме заявлений на ежегодную семейную выплату. Кто же может ее получить? Родители 2 и более детей, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов в регионе. При этом в прошлом году родители уплачивали НДФЛ от различных видов заработка. Размер выплаты рассчитывается так. Сумма подоходного налога пересчитывается по ставке 6%. Полученную разницу 7% социальный фонд перечислит родителям единым платежом. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги в клиентской службе социального фонда или в МФЦ. Успейте оформить выплату. Йога – это не только сложные асаны, стойки на голове и руках и шпагаты. Это еще и плавные движения, гибкие подтягивания, расслабление и аккуратные растяжки. Утренняя разминка в нашем эфире. Доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сейчас мы с вами сделаем разминку, которая у нас будет действовать на пресс и на наши ноги. И первое упражнение: мы подходим к краю коврика, правой ножкой мы отшагиваем назад, регулируем угол 90 градусов, поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом опускаемся вниз к левой ноге, задняя ножка становится сильной, ручки соединяем сзади в замочек, оттягиваем назад, вдох, подтягиваемся вперед, с выдохом опускаемся к левому колену.
Оттягиваем ручки назад. Поднимаемся вверх. Вдох. С выдохом. Поза воина второго. Левое колено в угол 90 градусов. Правая ножка заворачивается вовнутрь параллельно коврику. Поднимаем ручки вверх. Вдох. И с выдохом как будто держим большой-большой купол. Наклоняемся к левой ноге. Вдох. С выдохом поднимаемся вперед. То же самое делаем на другую ножку. Подходим к краю коврика. Левой ножкой отшагиваем назад. Правая ножка в угол 90 градусов встает. Поднимаем ручки вверх. Вдох. Вытягиваемся. Вытягиваем позвоночник вверх. Ручки подтягиваем вперед. Задняя ножка становится сильной. Затем ручки в замочек назад. Оттягиваем замочек. Вдох. С выдохом опускаемся к правому колену. Голову опускаем вниз. За замочком вытягиваем ручки вверх. Вдох. С выдохом снова поднимаемся назад. Из этого положения поза воина 2. Левая ножка задняя параллельно коврику. Правая под углом 90 градусов. Поднимаем ручки вверх. Таз вытягиваем вперед. Держим как будто бы большой купол. С выдохом наклон к правой ноге. Вдох. Выдох. И заканчивая упражнение, возвращаем ножки к центру. Следующая позиция – балансовая поза дерева. Встаем мы ровно в тадасану, включаем икры, бедра, подкручиваем таз. Поднимаем правую ножку вверх к левому бедру. Правой ножкой толкаем в левое бедро и наоборот создаем сопротивление. Левой ножкой стоим хорошо, фиксируясь. Поднимаем ручки вверх, также вдох. Таз немножечко вперед. С выдохом опускаем ручки в намасте перед собой. И начинаем поднимать правую ножку над землей и вытягивать правую ножку назад. Пяточкой толкаем невидимую стену, а ручками тянемся вперед. Вдох. С выдохом возвращаемся на место. Поменяем ножку. То же самое с левой ногой. Левая нога к правому бедру. Поднимаем ручки вверх. Вдох. Вытягиваем позвоночник. Выдох. Отпускаем левую ножку. Ручки вытягиваются вперед. Левая ножка тянется назад. Пяткой толкает невидимую стену. Голова вытягивается за макушку вперед. И возвращаемся на место. И завершаем мы нашу зарядку скруткой лежа на полу. Ложимся на пол. Ложимся мы так, чтобы у нас ножки шли в угол 90 градусов. Пяточка прижата к пяточке, пальчики ног к пальчикам ног. Левая ручка вытягивается по полу. Правой ручкой ложим сначала на левую ручку, и затем правой ручкой, разворачиваясь ручкой, поворачиваемся в правую сторону и поворачиваем голову в правую сторону дальше и притягиваемся правым плечом к полу. Коленки соединены, пальчики ног, пяточки соединены. Также поднимаем ручку вверх, возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и на другую сторону. Обе ножки прижаты друг к другу, пяточки ног и коленки. Ложимся на правый бок, правая ручка, левая ручка. Угол 90 градусов соблюдаем. Левая ручка теперь по полу вытягивается у нас в левую сторону, и головой мы, вытягиваясь, смотрим в левую сторону, прижимая левое плечо к полу. Правая ручка отталкивается у нас от пола назад. Вдох и выдох. Возвращаемся также в исходное положение. Отлично. На этом наше занятие сегодня подходит к концу. Увидимся в следующей программе.
Тема активного долголетия сегодня становится все более актуальной. Все больше жителей республики выбирают активный образ жизни, занимаются творчеством, спортом и общественной деятельностью, независимо от возраста. Уже 23 июня в Якутии пройдет первый республиканский форум «Алмаз-САС. Активное долголетие», который объединит представителей старшего поколения, специалистов и общественные организации. О том, как идет подготовка к форуму, кто сможет принять в нем участие и что ждет гостей мероприятия, сегодня поговорим с председателем некоммерческой организации «Утум-наследие», главным организатором форума Марией Христофоровой и заведующей Центром активного долголетия Вероникой Макаровой. Доброе утро! Доброе утро, Женя. Прекрасные, нарядные девушки к нам Все пришли. знаем, какая была погода у нас накануне нашей передачи, поэтому я немножко сегодня, скажем, с таким очень голосом, но постараемся вам рассказать, нашим зрителям рассказать о том, Конечно. как пройдет форум. Я думаю, это будет очень интересная информация. И давайте начнем вот с чего. Как появилась у вас идея провести форум «Активное долголетие»? Ну, эта идея, можно сказать, принадлежит не нам, а тем, кто приходит в наш Центр активного долголетия, Так. «Утум-наследие». И они, вот жители нашей республики, из многих уголков республики, уже который год предлагают провести совместное такое большое мероприятие, где они могли бы поделиться своим опытом долголетия и послушать специалистов в части здоровья, в части социального сопровождения и в части того, как 50+ начать свое дело, например. А почему сейчас вот именно важно говорить об активном долголетии, как вы считаете? Ну, начиная от того, что руководство страны, наш президент Владимир Путин, дал задачу сделать среднюю продолжительность жизни 80 лет. Увеличить. Арсений Сергеевич, так сказать, присоединяется, наш Илдархан, к этому посылу. Мы этому только рады, потому что у таких, как мы, тоже должно быть будущее. Когда говорят будущее, это дети или молодежь, но у нас тоже должно быть будущее. Будущее есть всегда, оно должно быть всегда у каждого. Будущее должно быть звонким, ярким, не такой, как мой голос, но я обещаю, что к 23 июня все будет нормально. Замечательно. Вероника, скажите, пожалуйста, что сегодня вот означает понятие «активное долголетие», что входит в этот термин? Активное долголетие – это отношение к старости, например, да? Оно должно быть активным, светлым и с надеждой на будущее. Что интересного ожидает участников 23 июня? Какая программа и, самое главное, кто может принять участие в форуме? Программа нашего форума будет проводиться по 3 секциям. Первая секция – это здоровье, ресурс, долголетие. Так. Там будут участвовать наши врачи с РКБ-3, будут консультировать наших участников. Вторая секция – это стартап 50+. Это про бизнес. Например, вот сидя, уходя на пенсию, да, пенсионный возраст, можно начать вообще новую жизнь. Вот это да. Начать бизнес, например, да, консультации будут. Третья секция – это время активного возраста. Это уже социальный блок. Там будут участвовать долгожить и пенсионного фонда, с управления социальной защиты. И покажем хомусотерапию, мастер-класс, как у нас проводится это занятие. Хомусотерапия. Вот это да, получается форум не просто общение, но еще и какие-то мероприятия, которые уникальные в какой-то мере получается. И как же можно зарегистрироваться на форум? До какого числа можно принять заявки и ограничено ли количество участников? Зарегистрироваться можно по номеру телефона 8 914 271 00 88. Это наш номер, номер Центра активного долголетия. И по сайту долголетие14.рф. А до какого числа прием заявок будет проходить? Прием заявок будет до 23-го. Да, собственно, до начала. 23-го включительно. И 23 числа, кроме этого, будет проводиться прямая регистрация На месте, тех, то кто есть можно пришел подойти на мероприятие. Да. И хочу тут обратить ваше внимание на то, обычно же говорят, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Я хочу обрадовать участников форума, что по регистрации на входе в
в конце нашего форума будут разыгрываться бриллианты. Бриллианты – лучшие друзья не только девушек, но и мам, и бабушек. Вот это здорово, да. Это отличный стимул принять участие, пообщаться с единомышленниками. Вопрос такой, с чего же стоит начать человеку, который хочет вести активный и здоровый образ жизни после выхода на пенсию? Вот вышел на пенсию человек, и вот он не знает, куда деваться, что нужно делать. Ну, я хочу рассказать на примере своих родных. Так. После ухода на пенсию человек растеряется, оказывается. Чем заняться, ощущает себя ненужной. Только дом, работа, вот семья. Таким образом же жили, да? Потом уже вот времени в куча, а занятий нет. Спасло человека, например, да, моего знакомого, именно кружки, занятия, хобби, найти хобби, общение, не замыкаться и сразу вот, войти в новый коллектив. И суметь еще свое хобби монетизировать. Это самое важное. Да. Бизнес плюс 50+, это, наверное, супер. Экономическая независимость. Здорово. Да. А насколько вот люди в таком возрасте стеснительны? Может быть, не все могут войти резко в круг общения, даже со сверстниками? Вот, Вот есть ли наша проблемы? Вероника Александровна психолог, она с этим очень много работает. Спокойно любых пенсионеров можно ввести. Прекрасно. Что можно пожелать людям, что бы вы хотели сказать, во-первых, в преддверии нашего праздника, светлого эсэх, во-вторых, как себя вести, чтобы подойти к пенсионному возрасту активным, бодрым? Веселым. Это время, июнь месяц, замечательный. Это действительно, как вы сказали, время нашего эсэха. Время обновления не только природы, но и для людей, которые хотят по-новому взглянуть на свою жизнь, начать новую жизнь, не бояться менять свою жизнь. И поэтому я хочу сказать, что главный тезис месяца июнь – это за жизнь. Отличное пожелание. Итак, напоминаем, 23 июня, вплоть до 23 июня можно будет зарегистрироваться на форуме «Активное долголетие» для того, чтобы принять участие. Долголетие 14.рф. Долголетие 14.рф. Да. Форум будет проходить один день или... Он будет проходить один день в общественном центре на Курашова, 24. Вот, самая важная информация. Да. Добро да. пожаловать, дорогие наши участники будущие. И не забывайте, что самого удачливого 50+ ждет бриллиант. Да, прекрасный повод сходить, пообщаться. Конечно. Приятное с полезным. Приятное с полезным, да. Хочется сказать, что, дорогие наши зрители, дорогие наши телезрители, участвуйте в форуме, активно занимайтесь здоровым образом жизни. Пока-пока, всем доброго. Как и прочие дни, сегодня, напомню, 18 июня, богат на даты и события прошлых лет, народные приметы и дни рождения знаменитых людей. А еще в этот день довольно много именинников. На календаре 18 июня. Сегодня Международный день паники, День службы военных сообщений Вооруженных сил России. По народному календарю Дорофеев день. На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – воробьиные. Также в этот день расцветает сон-трава или прострел. Этот день в истории. В 1815 году английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. В 1880 году в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1889 году в этот день запатентована детская коляска. В 1932 году принято решение о создании Международной федерации баскетбола. А в 1937 году начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс, Ванкувер. В этот день родились Иван Гончаров, русский писатель, Владимир Образцов, российский советский ученый в области транспорта, академик, Эдуард Даладье, французский политический деятель, премьер-министр Франции в 30-х годах, Виталий Гальданский, советский ученый, академик, Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы «Битлз». Именины сегодня отмечают Гаврил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор. Можно ли использовать природный ландшафт как декорации или экраны для визуальных представлений?
Конечно, в Китае существует уникальное световое и театральное шоу, где современность и древние традиции тесно переплетаются с природой, скалами и мастерской игрой актеров. Поистине завораживающее шоу, собирающее множество туристов со всего мира. Давайте посмотрим. Посетители наблюдают за представлением на отвесных скалах и фасадах древнего монастыря, а также за артистами, воссоздающими исторические сюжеты. Больше всего меня поразило освещение. Создавалось впечатление, будто свет, проецирующийся на каменные стены, оживлял все сооружение. Это было и правда захватывающе. Участник постановки Цуй отметил, что программа состоит из нескольких тематических частей, каждая из которых раскрывает разные элементы культурного наследия Китая. Первый акт сосредоточен на танце и освещении. Во втором актеры изображают исторических персонажей на фоне реальных пейзажей. Третий представляет собой ритуальный танец, усиленный световыми эффектами. Но настоящей изюминкой являются четвертый и пятый акты, а также финал. Это, вероятно, самое крупное в Азии представление живыми актерами, разворачивающееся прямо на скале. Представление посвящено истории династии Северная Вэй и сочетает традиционное повествование, вертикальную хореографию и 3D-проекции. Организаторы подчеркивают, что при проведении шоу используются экологичные системы освещения сверхнизкой интенсивности, позволяющие сохранить уникальный памятник архитектуры. Висячий храм, основанный в 491 году, расположен более чем в 50 метрах над дном каньона. В монастыре около 40 залов и павильонов. Вот что могут сотворить современные технологии, удачно подобранная природная локация и творческий подход к делу. Стильно и модно выглядеть хотят и мужчины, и женщины. И если для женщин, для прекрасной половины человечества существует великое множество источников вдохновения, таких как модные журналы, советы стилистов, видеокурсы и школы красоты, то мужчинам иной раз просто негде черпать идеи для своих образов. Сейчас мы это исправим. Покажем, как выглядеть современно и практично, используя самые базовые предметы гардероба и их комбинации. По вашим многочисленным просьбам и заявкам мы решили снять выпуск про мужской гардероб. Мужской стиль на самом деле не менее разнообразный, чем женский. Есть огромное количество направлений, и одни из основных, которые чаще мы с вами встречаем, это классический, casual и спортивный. Сегодня мы с вами рассмотрим casual стиль и как его можно собрать. В основу casual стилистики чаще всего ложится удобная рубашка. Рубашка в данном случае в классическом голубом цвете. Обратите внимание на глубину цвета, то есть это насыщенный голубой цвет. Такой цвет чаще всего сочетается хорошо с любыми цветами, которые выбирают мужчины. Темно-синий, хаки, черный, светлый, бежевый, кремовый, белый и так далее. То есть это базовая рубашка, но здесь она немножечко суженная, приталенная, то есть мы стараемся ее носить как основу, да, то есть не в сочетании, например, с футболкой под низ. Но если вы хотите попробовать многослойность, тогда лучше будет расстегнуть верхние пуговицы рубашки и оставить там, например, белую футболку. Футболка – это, можно сказать, расходный материал. То есть футболки чаще всего у нас быстрее мораются, теряют свой внешний вид, да? Поэтому футболок должно быть в гардеробе много, особенно если вы их любите, если вам в них удобно. И неважно, эту футболку вы используете там на каждый день, может быть, носите только по выходным. Я рекомендую брать разные футболки. Сейчас я выбрала максимально простую, но обратите внимание, что здесь есть логотип. Когда у нас есть логотип или какой-то, может быть, картинка и так далее, тем самым футболка становится чуть-чуть сложнее, и ее уже будет трудно сочетать, например, с пиджаками, жакетами. Если вы хотите сделать свой гардероб максимально функциональным, выбирайте базовые футболки, которые идеально сидят по фигуре и из плотных, хороших, качественных материалов. Если вы не любите пиджаки, жакеты, твердые формы и джинсовые куртки вас тоже не устраивают, можно выбрать вариант плотной вельветовой рубашки и сделать ее в альтернативу джинсовой куртке.
брюки. Выбираем нейтральный цвет, например, цвет камел, это бежевый оттенок. Он классический, он идеально подходит под синие джинсы, хорошо будет смотреться с разными оттенками брюк. Даже хорошо будет сочетаться и с яркими цветами футболок, которые, возможно, вы постараетесь носить под низ. Также такую рубашку можно носить поверх других рубашек. Есть один нюанс. Когда мы с вами составляем многослойный образ, мы стараемся выбирать первый слой, который ближе к телу, чтобы он был тоньше по материалу, чем второй. Поэтому второй у нас вельветовая рубашка, под низ можем выбрать хлопковую голубую, которую я показывала ранее. В летний период чаще всего мы обращаемся к более светлым оттенкам. Здесь у нас с вами бежевые такие брюки из льна, очень легкие. Возможно, такой материал подходит не всем, да, и не на каждой работе возможно такие носить, но можете выбрать материал поплотнее, например, из костюмной ткани, да, либо же, может быть, под джинсу, в общем, варианты. Но мы берем в основу с вами нейтральный бежевый оттенок, который идеально подойдет для casual стилистики. Есть один нюанс в светлых брюках. Это обувь. Когда мы с вами выбираем светлые брюки, обязательно старайтесь подобрать более светлую обувь, потому что чаще всего, когда мы с вами носим светлые брюки с черными кроссовками, с черными туфлями, чаще всего это выглядит дисгармонично и портит полностью весь силуэт. Также мы в гардероб обязательно стараемся внедрить джинсы. Джинсы на самом деле бывают совершенно разные. Здесь у нас с вами более классический вариант в голубом оттенке, такие более свободные джинсы. Сейчас актуальны джинсы, которые не плотно прилегают к телу, так, чтобы между вами и джинсами был воздух. Но мы с вами, как говорится, хорошо относимся к любым стилям. Если вы любите более узкие джинсы, это тоже приемлемо. Важно соблюдать момент с пропорциями. Если вы выбираете узкие брюки, то чаще всего верх у вас, скорее всего, тоже должен быть прилегающий к телу. Если вы выбираете объемные джинсы, старайтесь выбирать более свободный верх. В том случае ваш образ точно будет смотреться хорошо. Подобрав правильный базовый casual гардероб, вы точно сможете быть органичными в совершенно разных жизненных ситуациях. Как на свидании, так и на работе. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, что вы покупаете, для того, чтобы все это идеально сочеталось. Всем хорошей недели, будьте самыми стильными. Вот так просто и быстро можно собрать себе практически универсальный и доступный образ. Но есть люди, для которых одежда – это нечто большее. Дизайнер одежды – это талант, призвание или опыт. Как видит мир костюмов, платьев и блуз сам их создатель, портной? Появляется ли тяга и любовь к шитью сразу и навсегда, или возникает уже в процессе творчества, проб и ошибок? О тонкостях специальности дизайнера одежды узнаем из нашей постоянной рубрики «Выбор профессии». Меня зовут Ирина Сарта, я руководитель швейной школы и дизайнер якутской марки одежды «Три дизайнера». Вообще, конечно, мой швейный путь начался, наверное, еще в детстве. В сложный период перестройки, когда ничего и не было, моя мама, которая просто невероятно шикарно шьет, она очень много шила на заказ. И именно тогда, в то время, видимо, это все заложилось. То есть она шила ночами, шила эти заказы, я сидела рядом с ней, ну и, видимо, таким вот образом впитала в себя все технологии, секреты и так далее. Первые вещи, их было немало. Я не скажу, что в деталях помню все, но у меня есть одно изделие, которое я шила на заказ для своей одноклассницы. Я как сейчас помню, это был поплин голубого цвета, брючный костюм с карманами, с подкройным бачком и такого свободного кроя блуза. Но при этом я понимаю, конечно, что в технологии это все было сделано совершенно не так, как оно должно было быть. Карманы, на самом деле, карманы с подкройным бачком – это не такая хитрая технология, то есть она не совсем сложная, но в силу того, что я этой технологии не знала, то есть то, что должно было быть с изнаночной стороны, я его вывела, наоборот, на лицевую сторону. Но и, как сказать теперь подруге, что оно, что, возможно, я не знаю, как это сделано. Поэтому, то есть я туда пришила пуговицу или, по-моему, даже велкро и сказала, что так должно быть.
Нет ни одного портного, который бы сказал, что он умеет делать абсолютно все. Потому что нужно учиться всегда и у всех. Я, допустим, иногда даже смотрю на тех девочек, которые приходят ко мне учиться, они никогда не шили, но при этом тот ход мыслей, которыми они обладают, он, допустим, возможно, не совсем зашоренный, как у меня. Да? То есть у портных как бывает. Вот это делается вот так, технология вот такая. Но опять же, кто сказал, что ее невозможно изменить? Поэтому обучаться приходится абсолютно у всех. Но среди своих именитых, допустим, педагогов я бы отметила Ирину Михайловну Паукштем. В Краснодаре я была у нее в мастерской. Я училась в школе шитья Грассер, это тоже федеральная сеть. Профессию портного, наверное, заменить будет очень сложно. Конечно, когда мы говорим об индивидуальном пошиве, когда мы говорим о пошиве именно каком-то ручной работе, здесь, конечно, ни одна машина заменить не может. Но, тем не менее, давайте не будем говорить еще о том, что существует еще промышленное производство, да, где человек просто контролирует ход работы машины. Конечно, это же с точки зрения экономической выгоды, да, это, конечно, работа машины, она полностью оправдывается. Но если мы говорим про индивидуальность, да, если мы говорим про идеальную посадку, это, конечно же, только ручная работа и только мастер своего дела. На самом деле шитье – это тот навык, которым, наверное, все-таки стоит обладать. Дело в том, что, как сказал мне один человек, умение шить – это как золотой браслет. Даже в самые сложные времена вы золотой браслет можете всегда заложить и получить какие-то деньги. То же самое здесь. Например, я всегда рекомендую учиться шить именно многодетным, многомама, где футболку можно шить из старой папиной футболки, да, на малыша переделать. И умение шить – это очень большое подспорье в семейном бюджете. Поэтому учитесь шить, это не так сложно, если вы начинаете с грамотным педагогом. Безусловно, красивая, стильная и правильно подобранная одежда – это одна из важных составляющих яркого и уникального имиджа. Но есть еще множество нюансов, на которые стоит обратить внимание для завершения фееричного образа. Один из них – укладка длинных волос. Предлагаем вашему вниманию полезные советы по укладке волос с помощью утюжка. Простая и быстрая процедура поможет превратить вашу прическу в центр внимания окружающих. При помощи утюжка для волос можно сделать естественные кудри, которые не будут выглядеть как колечки. Для этого потребуется немного практики. Но как только вы овладеете техникой, то сможете сделать это максимально быстро и практически будете готовы к выходу на красную ковровую дорожку. Для начала необходимо подготовить волосы. Лучше помыть волосы за день до укладки и нанести пенку для волос, а затем высушить. Волосы должны быть чистыми и сухими, тогда локоны будут держаться лучше. Далее не забудьте про термозащиту. Термозащитный спрей создаст защитный слой между волосами и утюжком. Так вы не распушите волосы и не сожжете их. Настройте утюжок на минимальную температуру для вашего типа волос. Если у вас тонкие и не очень густые волосы, используйте настройки температуры ниже 150 градусов. Затем разделите волосы на секции. Чем гуще ваши волосы, тем больше будет секций. Начните снизу, от ушей и шеи. Держите утюжок почти параллельно голове, с легким уклоном в ту сторону, куда должен положиться завиток. Затем помещаете прядь между пластинами выпрямителя, оборачиваете утюжок вокруг оси и подхватываете хвостик прядки. Постарайтесь придерживаться одного направления. Легко накрутить пряди с одной стороны в одном направлении, а потом поменять руку и незаметно для себя изменить направление. Впрочем, даже если вы случайно закрутите волосы в разных направлениях, то, скорее всего, останетесь единственной, кто это заметит. Со средней скоростью протягивайте выпрямитель вниз, без резких рывков или длительных остановок, чтобы локоны получились аккуратными и одинаковыми. Вот и все. Ваша укладка готова. Если вы хотите зафиксировать форму вашей прически, сделайте это при помощи лака для волос.
В Национальном художественном музее Якутии продолжается выставка «Акварельные сны», где собраны работы известных мастеров и современных художников, выполненные в одной из самых тонких и выразительных техник живописи. Сегодня о выставке и особенностях работы с акварелью поговорим с методистом Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Натальей Федоровой и художником Антониной Шадриной, чьи работы также представлены в экспозиции. Доброе утро! Доброе утро. Замечательная выставка грядет. Давайте сразу расскажем, что увидят посетители на выставке «Акварельные сны». Выставка «Акварельные сны» представляет работы из коллекции Национального художественного музея. И в основном это период, начиная с 1960-х годов и по наше время. На выставке представлены работы классиков, которых мы уже хорошо знаем. Это Афанасий Осипов, Николай Курилов, Георгий Решетников, а также есть молодые современные художники, с которыми, может быть, любители искусства не так подробно знакомы. Акварель – это удивительное искусство, когда художник работает с цветным пигментом, с водой, с бумагой, и создаются чудесные волшебные картины. Жанры, которые представлены на выставке, это разные. Есть замечательные пейзажи, зимние, осенние, есть натюрморты, а также портреты. А почему все-таки именно акварель стала главной темой выставки? В 2026 году в выставочном зале нашего Национального художественного музея проходили разные выставки. В основном это была живопись, а также декоративно-прикладное искусство. И сейчас мы решили познакомить любителей искусства с искусством акварели. Очень тонкие, интересные работы. И здесь художник же работает с бумагой. Надо сказать, что акварель очень такой интересный материал, потому что он требует от художника быстрой работы, и практически невозможно изменить какие-то погрешности и исправить детали. И акварель, она очень хорошо чувствует характер, настроение художника, который сейчас пишет картину. Супер. Антонина, скажите, а почему именно вы выбрали акварель? И что сложнее всего в работе с этой техникой для вас? Ну, я как художник работаю в разных техниках, да, но акварель, вот был план, Союз художников, Национальный художественный музей дает план художникам, вот анонс выставок, да, и художники начинают готовиться специально к этой выставке, и начинаешь думать, эскизировать, да, и работать. Вот. У меня свежая работа этого года, и такая красота получается. Какая же работа представлена на выставке? Откройте секрет, немножечко анонс. У меня серия, о чем она? Серия работ «Дедушка Совей». Там я нарисовала такую мифическую птицу, полярную сову в виде шамана. Ага, и как художник я сама вот встречала, да, на своем пути таких людей. И такая легенда у меня собственная сложилась. В этом году я видела несколько раз полярную сову. И я подумала, это не просто так, надо нарисовать как раз вот к этой выставке. То есть вдохновение пришло именно вот от этого? Или чем-то вы еще вдохновлялись при создании работ? Ну, вдохновение, но я беру отовсюду, я же художник, и такие работы получаются. Отлично. Наталья, скажите, а чем выставка «Акварельные сны» отличается от других проектов музея? Может быть, есть какие-то кардинальные отличия? Особо кардинальных отличий нету. Мы хотели показать, что мир акварели – это очень богатый мир, и надо сказать, что это достаточно сложная техника. Вот обычно в детском саду, в школе все начинают работать с акварелью. Да. А если сравнить акварель, Антонина, думаю, меня поддержит, с гуашью, то акварелью работать гораздо сложнее, потому что у гуаши большая возможность покрыть, исправить какие-то ошибки,
дополнить картину другими деталями или, может быть, наоборот, какие-то детали убрать. Акварель такой возможности не дает. Вообще не допускает ошибок Нет, никаких. нет. Вот. И очень много значения имеет какая бумага, как художник работает с бумагой, потому что для акварели это работа только на бумаге. Бумага может быть разная, рисовая. Как правило, бумага для акварели, она достаточно плотная и такая бархатистая, шероховатая на ощупь. Интересно. Антонина, а что вы хотели, чтобы зрители почувствовали, глядя на ваши картины? Акварель такая техника, она неповторимая. Ты вот с настроением, ты должен настроиться на работу, да, и никаких ошибок не должно быть, потому что акварель, она такая прозрачная, такая тонкая работа. И прям ты должен ощутить душу художника, когда смотришь на эти работы, потому что это не масло, ты уже не перекроешь свое состояние, да, ошибок там недопустимо. Потому что акварель, она вот этого не прощает. Вот настроение в моменте, оно передается и должно как-то считаться зрителям, получается. А Наталья, напомните, сколько художников представлено в экспозиции, сколько всего работ приблизительно? На выставке «Акварельные сны» представлено около 90 работ. 90. Это не только графика, акварель, но еще представлено декоративно-прикладное искусство. Это фарфор и стекло из коллекции Национального художественного музея. А художников достаточно много, более 30 авторов. Вот это да. И давайте поговорим о том, до какого же числа можно посетить выставку, где расположена экспозиция, как туда попасть. Выставка работает до 26 июня. Наш адрес – выставочный зал Национального художественного музея Кирова, 12. Еще хочу сказать, что на выставке работает публичная программа. И сегодня Антонина Шадрина будет вести свой замечательный мастер-класс в технике масляной пасты. Пожалуйста, приходите. Прекрасно. В 16:00. Будет очень интересно, будет интересный мастер-класс. Думаю, что нужно обязательно попасть на этот мастер-класс, посмотреть выставку, насладиться картинами, потому что действительно искусство, тем более искусство такое тонкое, как акварель, это то, что идеально подходит для лета. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Думаю, что большинство телезрителей обязательно посетит выставку и получат истинное удовольствие от таких картин, от таких замечательных работ. Спасибо. Блок новостей продолжит наш эфир. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. Продажи японских машин в России взлетели. Так, с начала 2026 года продажи в России выросли в 3 раза. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. За 5 месяцев на учет встало около 40 тысяч новых легковых автомобилей из Японии. Toyota сохранила статус самой продаваемой японской марки. Ее продажи взлетели до около 14 тысяч экземпляров. На втором месте расположилась Mazda с результатом 9330 штук. Замыкает тройку лидеров Honda с показателем в 2770 штук. В десятку самых популярных также вошли Nissan, Lexus, Mitsubishi, Suzuki и Subaru. Уже 30-й год водоводная система Лена-Мюрю обеспечивает питьевой водой жителей Алласа-Мюрю. Итак, в местности расположены 4 населенных пункта, из которых большим количеством воды пользуется Мюрюнский наследник с населением более чем 8 тысяч человек. Водоводная система берет начало с притока реки Лена. Общая протяженность трассы составляет 70 километров. Несмотря на оптимизацию штатных работников, станция работает на износ. В этом году объем работ системы составляет 1 миллиард литров питьевой воды. Головной должен накачать 450 тысяч кубометров, и, соответственно, Тумульский 300, а Сыдарский это уже получается 250 тысяч кубометров. На сегодняшний день мы накачали уже больше половины. На этот месяц уже план должен выполнить. Этот сезон, да, вот с прошлогодним, если сравнить, чуть занижен план. Это связано с финансированием, наверное.
В селе Берджигестях горного Улуса в частном секторе отсутствует как летнее, так и зимнее водоснабжение. Поэтому основным вопросом для жителей всегда стоял вопрос обеспечения водой. На днях началась прокладка круглогодичного водопровода в микрорайоне Эбе длиной 6300 метров. Работу проводит компания «Сахаат». Водопровод должен пройти по улицам Северная, Дечковского, Жиркова, Вилюйская. На сегодняшний день магистральная полиэтиленовая труба укладывается на улице Дарьи Жирковой. Таким образом, всего 137 домохозяйств микрорайона Эбе смогут подключиться к водопроводу. И вот проводят долгожданный водопровод круглогодичный, который мы ждали несколько лет. Ну, вообще, это такое мероприятие, что для населения очень удобное, да, круглогодичное, чтобы была вода. Для удобства этого для населения, чтобы водовоз не заказывать, ждать, когда она приедет. А тут открываешь кран, все, и пользуйся. И самое главное, что тут цена, конечно, будет очень дешевле будет, чем водовозная, возная вода. Это кратно дешевле будет круглогодично. В Ленском районе состоялись соревнования по многоборью «Сила предков». Участникам предстояло преодолеть 6 этапов и побороться за главный денежный приз – 100 тысяч рублей. 9 атлетов, в их числе гости из Мирного, продемонстрировали свою мощь и выносливость в масс-рестлинге, хапсагае, стрельбе из лука, в якутской вертушке, прыжках, беге на 400 метров и переноске камня. Это самый сложный этап соревнований. Соревнования проводились в рамках Года единства. Так присоединились и представители киргизской и бурятской общин. По итогам всех этапов в общем зачете первое место завоевал спортсмен из Ортонахара, второе – гость из города Мирный и третье – линчанин. У нас это национальный многоборье, это молодой вид спорта. Впервые проводим это в Ленском районе такое масштабное соревнование. Задание со всеми справились, потому что мы облегченный вариант сделали. Потому что там капсагай, и все умеют бороться, как говорится. И традиционный лук, все умеют стрелять. Мы масс-рестлинг не стали ставить, потому что у нас участвовали общины. В селе Нюя Ленского района 16 июня местная жительница Лилия Ермолина запечатлела уникальную белую ворону. Появление такой птицы – большая редкость, отмечает в Минэкологии Якутии. Необычный окрас связан с генетической мутацией лейцизма. При этом нарушении у птиц частично прекращается выработка пигмента меланина, отвечающего за цвет перьев. Ворона становится белой, но ее глаза и клюв сохраняют естественный цвет, чем отличает ее от альбиносов. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках. И продолжаем тему новостей для любителей кино. Сегодня в рубрике «Афиша» расскажем о 2 новинках художественного кинематографа, стартующих в показе совсем скоро. И если один из фильмов отлично подходит для душевного семейного просмотра и будет интересен детям и ценителям дикой природы, то второй придется по душе любителям военной истории и раскроет тайну принятия ключевых решений в ходе одной из самых глобальных десантных операций Второй мировой войны. Когда я была маленькой, мой дедушка рассказывал мне одну историю о Хадаре, мальчике с удивительной судьбой. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Всероссийскую премьеру истории ребенка, который провел 10 лет в Сахаре среди диких животных. Это новая картина Жиля Деметра, режиссера фильмов «Мия и Белый лев» и «Элла и Черный ягуар». В основе сюжета реальная история, произошедшая в начале 20 века. 2-летний Хадара теряется в Сахаре и остается один среди песков. Он учится находить воду и еду, приспосабливается к жизни в дикой природе и проводит среди животных 10 лет. Вернувшись к людям, он заново осваивает язык, учится читать и считать, создает семью, но спустя годы принимает неожиданное решение и снова уходит в пустыню. Навсегда изменил его судьбу. Исследование начнем завтра. Посмотри, повсюду следы. Жиль Деметр узнал об истории много лет назад во время съемок «Мия и Белый лев».
но вернулся к ней позже, уже во время пандемии, когда прочитал книгу Моники Зак, написанную по мотивам этих событий. Съемки проходили в Марокко с участием настоящих животных – страусов и феников, спасенных и позже переданных в реабилитационный центр дикой природы под Марракешем. Фильм, после которого детям и взрослым захочется говорить друг с другом. История Хадары ставит вопрос, на который нет простого ответа. Что формирует человека сильнее – его природа или окружение? Легенда будет жить. Мальчик и лис. Погода может нас уничтожить. Я горжусь, что выбрали тебя. Доктор Джеймс Тек прибыл на службу. Генерал Эйзенхауэр ждет вас. Исторический триллер «Давление». Сюжет ленты основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. Действие разворачивается в июне 1944 года, ровно за 72 часа до высадки союзных войск в Нормандии. Крупнейшая в истории морская десантная операция полностью готова, однако ее проведение оказывается под угрозой из-за непредсказуемой британской погоды. По сюжету главный метеоролог Великобритании должен составить ключевой прогноз. Ошибка может обернуться катастрофой и гибелью тысячи солдат, а задержка – раскрытием планов немецкой разведкой. Ученым дается всего 3 суток, чтобы спрогнозировать движение 2 надвигающихся штормов. А верховному главнокомандующему Дуайту Эйзенхауэру принять судьбоносное решение. Перенесем высадку, проиграем всю войну. Все хорошо, сэр. Погода отличная. Категорически не согласен. Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Приближаются к побережью Нормандии прямо сейчас. Давление. И хочется еще раз напомнить про погоду, но уже в Якутске, в столице. Сегодня днем 24-26 градусов выше нуля, кратковременный дождь, возможно, гроза. Вот так быстро и незаметно пролетел почти час нашего эфира, и настала пора прощаться. Пусть ваш сегодняшний день будет светлым, радостным и плодотворным. Будьте всегда на позитиве и наслаждайтесь каждым моментом. С добрым утром и хорошего настроения. Увидимся завтра.